За одну неделю от укусов бездомных собак пострадали 7 жителей Нерюнгринского района. Несмотря на работу по отлову безнадзорных животных, случаи нападения продолжают возникать один за другим. За 9 месяцев здесь зарегистрировано 193 пострадавших, в том числе 74 ребенка. Основной процент укусов приходится на безнадзорных животных, за которыми невозможно обеспечить ветеринарное наблюдение в течение 10 дней и карантинирование. И в то же время отсутствуют данные по профилактической вакцинации бродячих животных против бешенства. В целом по всей республике в год фиксируется около 2000 укусов собаками. По словам специалистов, в случае ранения необходимо сразу обращаться за квалифицированной помощью, потому как основную опасность несут передаваемые при укусе инфекции. При укусах человеку необходимо обязательно подойти в лечебное учреждение по месту жительства с тем, чтобы своевременно обработать рану и получить специфическую антирабическую вакцинацию против бешенства. Как показывает практика, обратно к хозяевам возвращается меньше половины бродячих животных. В Якутске найти новых владельцев брошенным четвероногим помогают волонтеры. Марина Сантаева одна из тех, кто подобрал и выходил питомца с улицы. Обычно идет рассылка в WhatsApp-группах. Если ситуация критическая, конечно, там животное раненое, объявляется сбор средств. Как правило, средства собираются по мере возможности с тех же волонтеров или неравнодушных людей. Сейчас волонтеры из организации «Белый бим» занимаются вопросом строительства нового приюта для животных. Для этого городская администрация выделила им участок на Намцирском тракте. Для строительства питомника у общественников попросту не хватает денег, поэтому на днях на этом месте будет установлена новая копилка для сбора необходимых средств. Любой неравнодушный горожанин сможет внести свой вклад в спасение животных. Прототипом для новой скульптуры послужил пес Марины «Белый бим». Евгений Заборовский, Анастасия Иванова, Тимур Ширижик. Вести, Якутск.